В выходные Коми впервые массово отпраздновала Всемирный день окружающей среды. В Сыктывкаре местом гуляний стали Стефановская площадь и Кировский парк. Здесь прошло множество акций. Горожане дегустировали экологически чистые продукты, вывезли с берега Сысолы 3 КАМАЗа мусора, устроили парады собак и велосипедистов и запускали воздушных змеев. На празднике работали сразу 2 наши съемочные группы, и прямо сейчас их большой репортаж. Так масштабно День эколога в Коми, пожалуй, еще не отмечали. Различные акции проходят в каждом муниципалитете. Одну из самых интересных программ для своих жителей подготовил Сыктывкар. Здесь праздник начали отмечать с утра с акцией «Речная лента». На уборку берега Сысолы вышло больше 100 человек. Добровольцы разбились на команды. По задумке организаторов им предстояло соревнование. Кто соберет больше мусора, тому подарок. Поэтому некоторые участники решили схитрить и приступили к общественно полезному труду еще задолго до старта. Впрочем, азарт это только на пользу. Спустя месяц после маевки в парке снова грязно. Может, и смысла вообще нет прибираться? Вообще, я с сегодняшнего дня в отпуске. Но я пришла сюда, потому что я хочу, чтобы мой город стал чище. Да польза есть, конечно, но, по крайней мере, хоть на неделю станет чище. Так что надеемся, мы надеемся, что польза есть. Тем временем на Стефановской площади развернулась зеленая ярмарка. Здесь можно было купить экологически чистые продукты питания и промышленные товары, различные поделки и сувениры. Впрочем, с утра интерес покупателей был немного вялым. Зато ближе к обеду, особенно у палаток с саженцами и цветами, настоящий ажиотаж. Богатый ассортимент особенно привлекает дачников. Выбор большой. Есть что и много чего хочется купить, но и место не позволяет, дача небольшая. Торговля идет бойко. Многие товаропроизводители приехали в Сыктывкар из соседних регионов. Жительница Перми Ольга Черенева совсем не жалеет, что преодолела 1500 километров. Берут, конечно, больше смородины, крыжовники, малины, землянику. Очень опасаются брать яблони, груши. Но у нас очень много сортов, которые выводит Институт зональный Севера и Востока в Кирове имени Рудницкого как раз для нашей зоны. Я их и себе дома сажу, выращиваю, маточники себе закладываю, и себе вот делаю прививочку и продаю саженцы. А вот собрались велосипедисты. Ровно в 12 они стартуют от Стефановской площади и проедут колонной до Кировского парка и обратно. По словам активистов, цель велопарада – пропаганда здорового образа жизни и экологически безопасного транспорта. Сделаем небольшой круг почета велосипедистов. Что нам нужны проедем с флагами, покажем, что нас много, что нас надо уважать на дороге. Пока одни отдыхают, другие работают, чтобы все лето аллея Стефановской площади радовала жителей своей красотой. И это еще далеко не вся праздничная программа. Множество игр, конкурсов и акций проходит в парке имени Кирова. Сейчас там работает мой коллега Константин Куратов. Спасибо, Евгений. В Кировском парке и действительно было очень много акций. К примеру, на стадион собрались несколько десятков любителей собак со своими питомцами. Причем животных привели самых разных пород. Здесь для них устроили выставку. Кого здесь только нет. Бульмастиф, американский и английский стаффордширский терьер, русский терьер, немецкая овчарка, такса, цвергшнауцер, лайка, сибирский хаски. Популярные в Сыктывкаре породы пытаются угадать зрители. Правильный ответ ведущий поощряет сладким призом. Дети реагируют на это своей активностью. А вот Бриара, французскую овчарку, не узнал никто. Неудивительно, собака такой породы в столице Коми одна единственная. Сейчас молодой Джамал проходит курс общей дрессировки. Привезла я ее из Польши, потому что у нас достаточно порода в России. Почему Бриар? Потому что взрывной характер, хорошая собака относится к служебной группе, к первой группе служебного собаководства, хорошо поддается дрессировке, также товарищ, компаньон, так как пастух достаточно добрый. Животных показали и активисты Республиканского эколого-биологического центра. В детском парке они открыли мини-зоопарк. Попугаи, шиншиллы, хорьки, енотовидные собаки, морские свинки. Всех можно вытащить из клетки, подержать в руках и погладить. А вот самые настоящие козочки. Их каждый ребенок поспешил покормить свежей травой. А во время забавных викторин и игр дети узнали много интересного об окружающей среде и жизни животных. Например, умеет ли слон плавать и где у кузнечика уши. А вот этим вопросом задаются абсолютно все. Вот тетенька стоит, тетенька задается. Вы
Дети показали и свои художественные таланты. Рисовали кто во что горазд. И на асфальте, и на бумаге. Тема одна – экологическая. Остальное – на волю фантазии. Я нарисовала лес, где всегда чистота, живут птицы, животные, растут много растений. Чтобы такая чистота оставалась в наших лесах постоянно. Чистая окружающая среда – это прежде всего залог здоровья, уверены организаторы праздника. В Кировском парке устроили целую тематическую аллею. Здесь можно было сдать донорскую кровь, бесплатно пройти флюорографию, проверить давление и сахар в крови. Хорошо, подписывайся. Надо не стоять в очередях, нигде пришел, проверил, все. А организаторов праздника порадовало, что на призыв отметить День эколога откликнулись множество самых разных организаций. В экологических акциях и развлечениях поучаствовали тысячи сыктывкарцев и гостей столицы. Мы думаем, что этот праздник, он нужен, потому что это не только праздник, да, но это еще воспитание и взрослых, и детей, соответственно. Чем больше мы будем говорить о сохранении природы, я думаю, что тем бережнее мы будем к ней относиться. Народные гуляния в Кировском парке завершились физминуткой. Взрослые и дети играли в настольный теннис, лазали на скалодроме и запускали воздушных змей. Константин Куратов, Евгений Ракин, Владимир Шишкунас и Олег Жуковский. Телеканал Юрган.